зале те, кто ежедневно отдает все свои знания и любовь детям. Сегодня они все вместе участвуют в церемонии открытия года педагога и наставника. В этой нелегкой профессии главное терпение и мудрость. Слова благодарности в их адрес звучат от каждого выступающего. Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных их семян, говорил Дмитрий Иванович Менделеев. Лучшей благодарностью для учителя за его труд будут его успешные ученики, которые внесут свой вклад в развитие будущих поколений. Миссия года – это признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Как и положено, все мероприятия будут направлены на повышение престижа профессии учителя. Сегодня в каждой школе трудятся десятки учителей, которых можно отметить за их неоценимый ежедневный вклад в дело воспитания личностей. Сегодня в нашем зале присутствуют ветераны педагогического труда, мастера своего дела. На протяжении всей своей педагогической деятельности они учили наших детей постигать мир знаний, за что мы им искренне благодарны. Во все времена цель учителя остается единой – учить и воспитывать. Меняются только методы и технологии, применяемые в учебном процессе. Наша с вами задача – организовать максимально комфортные условия в техническом оснащении учреждений и непрерывном повышении квалификации педагогов. Присоединились к поздравлениям и председатель правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин отметил, что помнит своих учителей и благодарен им за многое, а также от имени главы региона выразил благодарность всем, кто каждый день, несмотря на трудности, вкладывает в наших ребят свои знания, дает самые важные уроки. Желаю вот тот план, который составлен нашим Министерством образования на этот год, осуществился. Желаю, чтобы в жизни все сложилось хорошо, успехов, и мы этот год действительно проведем на высоком уровне. А подтверждение тому то, что вот за эти почти уже 4 года руководства главой мы ежегодно сдаем по 20 школ, по 10 детских садов. Цифры впечатляющие. И вот кульминационный момент. На смену Года культурного наследия народов России нажатием кнопки дают старт новому тематическому году. Дорогие друзья, можем считать год педагога и наставника у нас в республике официально открытым. С чем вас поздравляем, друзья! Удачи, успехов! Вместе с премьер-министром эта возможность предоставилась заслуженному учителю России, ветерану труда Мадине Цылоевой. Среди воспитанников учителя немало студентов и выпускников выдающихся вузов страны. А теперь они прославляют родную республику. Вот уже 25 лет она преподает в Назрановском лицее историю и делает это отлично. Это и год 200-летия первого российского педагога Константина Ушинского, день рождения его. И мне кажется, Владимир Владимирович Путин, он правильно выбрал именно этот год. Он знаковый. И он говорил, что во время своего выступления, что в знак высочайшего признания профессии и труда педагога этот год нужно назвать годом учителя. А молодым я хочу сказать, чтобы они познавали секреты профессионального мастерства, трудились на совесть, отдавая себя без остатка своей любимой профессии. Выдающийся педагог Константин Ушинский был уверен, чтобы гордо нести звание учителя, человек должен постоянно совершенствоваться. Эта профессия не терпит стагнации. По этому принципу живет и каждый в этом зале. Зухра Агадиева вот уже 8 лет преподает историю и обществознание. В прошлом году девушка стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». Трудно, конечно, на этом этапе. Дети сейчас не такие, какие мы были в детстве. Да, у нас совсем другие ориентиры сейчас, но тем не менее... Как-то нужно совмещать вот этот учебный процесс, воспитательный процесс и процесс вот этой заинтересованности детей. Как можно больше у них спрашивать, их направлять, чтобы они больше говорили, работали, делились своими впечатлениями. Всероссийский эксперт педагогического совета, форум классных руководителей, земский учитель, самый классный. И таких конкурсов немало. За последние 2 года более 400 тысяч российских учителей повысили свою квалификацию. Каждый год ингушские педагоги доказывают свою профессиональность. Сегодня некоторых из них отметили грамотами и благодарностями. Школа номер 1 сельского поселения Варсуки. Спасибо. Сколько стажа у вас? Педагогического стажа.
Она полжизни посвятила работе в школе, ее помнят целые поколения благодарных учеников. В 1959 году в возрасте 19 лет Людмила Языкова переезжает в ЧССР и начинает свой педагогический путь. За это время она успела познакомиться с многими филологами, учеными, обменяться знаниями, не раз получала награды. Вот и сегодня ее труд не остался неотмеченным. Рада, как? Всему рада. Рада, что учителей много. Рада, что девочки все тут много нас, ингушки. В числе награжденных сегодня 27 человек. Это учителя, наставники, воспитатели и сотрудники Министерства образования и науки Ингушетии. Каждый из них смог построить свои способы преподавания и методы общения с учениками. Дети, конечно, все разные, и каждому нужен какой-то немного свой индивидуальный подход. Я стараюсь больше делать акцент на визуализации процесса обучения. То есть не просто объяснять материал, а каким-то образом использовать анимации, различные игры, компьютерные технологии для того, чтобы они визуально представляли себе процессы, которые я объясняю, потому что биология – это очень сложная наука. Учитель, несмотря на любые трудности, на протяжении долгих 11 лет ведет ребенка за руку по жизни, вкладывая в него свои знания. Именно все это в совокупности не позволяет его забыть и держать теплые воспоминания о нем на протяжении долгих лет. Это человек, который наставляет тебя непосредственно и дает знания по тому принципу, по которому мы учимся. Наши педагоги для меня являются очень важными людьми, потому что они мне подарили неблагоприятную, очень хорошие эмоции в плане учебы, вложили огромный труд, дали нам хорошие знания. Вывести систему образования в регионе на новый качественный уровень. Основная задача, которая в последние годы стоит перед Минобром Ингушетии. Ведомством активно ведется работа по выявлению и развитию молодых талантов, созданию условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребенка. В этом году мы сдали уже порядка 18 школ и 8 детсадов. Это большая прибавка к тому, что делалось 3 года. Это уже цифра перешла за 100 объектов. И на 23-й год у нас запланировано еще тоже 18 школ и 8 садов. И при этом мы ушли с 3-й смены, мы ушли с половины 2-й смены. И все равно нам еще надо 30 школ строить, чтобы уйти на 1-ю смену. Поэтому год как актуальный, составлен план, утвержденный главой. Сформирован плотный план работы. В течение всего 2023 года будет максимально сосредоточен на повышении качества образования и также повышении статуса нашего педагога, наставника. Также будет ряд конкурсов организован именно с молодыми педагогами и с наставниками, с участием наставников. Также наш ежегодный план по обеспечению поднятия статуса педагога-наставника, он будет функционировать в своем обычном режиме. Также необходимо отметить, что мероприятие по вводу новых объектов тоже будет немного с другим окрасом. Также будут представлены много конкурсов для непосредственно педагогов молодых. Одним из значимых событий этого года станет Большая учительская неделя. В сентябре-октябре 2023 года подведут итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Директор года России», «Первый учитель» и других. Пройдет съезд учителей сельских школ и собрание Всероссийского экспертного педагогического совета. Сегодня все цветы и слова благодарности для педагогов и наставников. Благодаря их кропотливому труду зависит, каким вырастет наше подрастающее поколение. А мы с вами можем лишь пожелать им в этом удачи. Хамзат Халухоев, Новости 24.